Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке Родиноведения. Тема урока – Земля и Солнце. Солнце – источник жизни. Сегодня на уроке познакомимся с новым термином «модель». Узнаем, что представляет собой глобус, уменьшенная модель Земли. Выясним причины смены дня и ночи. Если очень постараться, если очень захотеть, можно на небо подняться и до Солнца долететь. И всерьез, не понарошку, познакомиться с Луной, погулять на ней немножко и вернуться вновь домой. Сегодня мы с вами отправляемся в полет на космическом корабле. Как вы думаете, для чего? Чтобы ответить на вопросы. Что мы знаем о планете Земля и о Солнце? Что такое модель Земли? Почему на Земле день сменяется ночью? Наш корабль готов к полету. Закройте глаза, представьте, что ракета несет нас в космос. Теперь откройте глаза и посмотрите, как красиво. Наше путешествие начинается с очень знакомого. Это наша планета Земля. У каждого из нас есть семья. И у планеты, на которой мы живем, есть своя большая семья. Вы уже догадались, как она называется? Солнечная система. А кто главный в этой семье? Конечно, Солнце. Узнаем, что о Солнце говорят ученые. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Это огромный огненный шар. Нам оно кажется маленьким кружочком, потому что оно от нас очень далеко. На самом деле Солнце во много-много раз больше Земли. Представь, что пшеничное зернышко – это Земля, а большой арбуз – это Солнце. Примерно во столько раз Солнце больше Земли. Телеурок. Солнце находится в центре Солнечной системы. Вокруг него движутся планеты. У каждой планеты своя орбита, то есть путь движения. Планеты никогда не сталкиваются друг с другом. В Солнечную систему входят
9 планет. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Планеты и Солнце напоминают одну большую дружную семью. Мы продолжаем путешествие в космосе. Перед вами Солнечная система. Почему так назвали нашу систему? Потому что в центре системы находится Солнце. А что общего у всех планет Солнечной системы? Планеты вращаются вокруг Солнца и имеют форму шара. Солнце и планеты очень различаются по своим размерам. Подумайте, почему на нашей планете есть жизнь? От чего это зависит? На нашей планете есть атмосфера, вода, и она расположена на самом выгодном расстоянии от Солнца. Расстояние от Земли до Солнца около 150 миллионов километров. Солнце – источник жизни на Земле. Оно излучает свет. Лучи Солнца достигают поверхность Земли за 8 минут 17 секунд. Светит Солнце так ярко, что, глядя прямо на него, можно испортить зрение. Помимо света, Солнце излучает во Вселенную еще и тепло. Без света и тепла на Земле не смогли бы расти растения, жить животные, люди. Солнце изображено на гербе и флаге нашей республики. В народных орнаментах тоже встречается Солнце. И нашу республику Кыргызстан называют солнечной страной. Отгадайте загадку, о чем идет речь. Ни начала, ни конца, ни затылка, ни лица. Знают все, и млад, и стар, что она большущий шар. Что это, ребята? Конечно, наша Земля. Телеурок. Земля – единственная планета в нашей Солнечной системе, на которой есть жизнь. Температура на Земле позволяет воде находиться на ее поверхности. Воздушная оболочка содержит кислород,
который защищает планету от переохлаждения и вредных излучений. Чтобы представить себе внешний вид Земли, люди создали ее маленькую модель – глобус. Эта модель по форме похожа на настоящую Землю. На поверхности глобуса с помощью условных обозначений изображены океаны, моря, крупные озера и реки, горы и равнины. Глобус закреплен на оси. Ось проходит через полюса изображаемой Земли, северный и южный. Если посмотреть на глобус сверху, то будут видны северный полюс и северное полушарие. Кыргызстан, наша родина, находится в северном полушарии. Обратите внимание на то, что глобус вращается вокруг своей оси. Создавая модель Земли, ученые постарались не только как можно точнее передать форму, не размер Земли, но и ее поведение. Земля вращается, поэтому и глобус вращается. Но у глобуса есть настоящая ось вращения, а у Земли она воображаемая. Телеурок. Земля вращается вокруг своей оси в течение 24 часов. Это время называют земными сутками. Обращенная к Солнцу сторона Земли освещена. Здесь день. В это время другая сторона Земли повернута от Солнца и не освещена. Там ночь. Земля продолжает вращаться. На смену ночи приходит день. В народе говорят: день и ночь, сутки прочь. Все живые существа на Земле связаны друг с другом. Выросшей на Земле травой кормятся животные. Люди получают от животных продукты питания. Недаром в народе говорят: проси скот и хлеб у земли. Земля для всех живых существ как родная мать. Поэтому и называют ее Мать-Земля. Вот мы и вернулись из путешествия. А теперь ответьте на вопросы. Что такое глобус? Почему на Земле день сменяется ночью? А можно ли сделать так, чтобы у нас в Кыргызстане всегда был день и не наступала зима? Вы молодцы! Я прощаюсь с вами. До свидания.
До новых встреч!